Международные спортивные игры «Дети Азии-2022». В этом году они состоятся в Приморском крае, в городе Владивостоке. Игры стартуют 27 июля и продлятся до 8 августа. Ну а сейчас идут подготовительные работы. 23 июня в Якутске открыли штаб-квартиру Международного комитета игр «Дети Азии». Благодаря содействию главы Якутии Айсена Николаева возникла идея создания полноценного головного офиса комитета, который находится в здании Ледового дворца Эль-Батур. Нам очень отрадно, что наша идея, можно сказать, где-то мечта, она воплотилась во многом, конечно, благодаря непосредственной поддержке, прямой поддержке главы республики Саха-Якутии Айсена Сергеевича Николаева, который является соучредителем Международного комитета наряду с Олимпийским комитетом России, Олимпийским советом Азии. И также отрадно, что представители соучредителей от Олимпийского комитета России, от Олимпийского совета Азии, они прибыли и поучаствовать как в открытии штаб-квартиры, так и в церемонии зажжения огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». В церемонии открытия штаба приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, член исполнительного комитета Олимпийского совета Азии Азат Мурадов, президент международного аппарата игр «Дети Азии» Владимир Максимов и заместитель гендиректора аппарата Олимпийского комитета Родион Плетухин. Сегодня мы находимся в гостеприимном спортивном Якутске и с гордостью отмечаем, что мы здесь далеко не первый раз и далеко не последний. Это мы говорим уже с уверенностью. И масса тому поводов, и зажжения огня, и очень короткий срок остался до старта игр, 7-х игр во Владивостоке. И мы к тому же открываем штаб-квартиру комитета. Она большая, светлая, как сама идея и дух того, чем занимаются наши коллеги. Мы совместно с Олимпийским советом Азии и с руководством Республики Саха-Якутия рады быть частью этого большого доброго дела. Главным достоянием головного офиса стал музей, посвященный истории спортивных детских игр. Мы постарались сделать музей, который рассказывает о пути развития игр с момента зарождения вообще идеи об учреждении этих игр. И вот первый экспонат у нас показывает, представляет именно копию оригинала указа президента республики, нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева об учреждении этих игр. Вот благодаря совместной работе с Национальным архивом республики удалось добыть такой документ 95-го года, и буквально через год первые игры уже состоялись. Соответственно, здесь у нас можно увидеть и оригиналы комплектов медалей со всех игр, начиная с 96-го года. Время идет, конечно, немножко, но я надеюсь, что экспонаты будут у нас пополняться. Ну а здесь у нас выставлен флаг Международных спортивных игр «Дети Азии». Это именно тот флаг, который будет поднят 28 июля в Фетисов-арене на церемонии открытия 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Он передается от страны к стране, от города к городу. Но вот в связи с тем, что у нас был разрыв и из-за пандемии был перенос игр, соответственно, и место проведения игр оно было изменено, соответственно, флаг он хранится сегодня в Международном комитете. То же самое и по зимним играм. Ну и, конечно, тут экспонаты первых зимних игр «Дети Азии». По каждым играм у нас также представлен стенд с итоговой таблицей по медалям, по каким, то есть по завоеванным медалям, сколько видов спорта, какие-то яркие моменты. Ну и здесь тоже также по зимним играм у нас представлен патронат. Я думаю, это будет очень поучительная такая экскурсия, и мы в последующем, с начала следующего учебного года, конечно, будем совместно с общеобразовательными школами по желанию, по заявкам проводить такие уроки, экскурсии именно по этому музею и, соответственно, рассказывать о той деятельности, которой занимается сегодня Международный комитет. В коллекцию экспонатов вошла атрибутика выпускников «Дети Азии». Это парадная форма Георгия Балакшина с Олимпийских игр, а также наградные медали Аяла Лазарева и Леонида Спиридонова. Участвовать и выиграть этот турнир для меня было очень волнительно. Я, обыграв других спортсменов из других стран, поверил в себя и, конечно же,
уже начал мечтать об Олимпийских играх, об участии в Олимпийских играх и, конечно же, выиграть олимпийское золото. Поэтому игры «Дети Азии» дают нашим детям мечту, чтобы они стремились к этим мечтам. Это очень большое мероприятие для наших детей, потому что ты обретаешь очень много друзей, очень много знакомых и самое главное, молодежь, молодые дети начинают верить в себя, в свою силу и, конечно же, возможности у них уже открываются большие. Одними из центральных экспонатов музея являются факелы 5-6 летних игр и первых зимних. Ну а самое главное – это факел международных спортивных игр, которые пройдут в этом году во Владивостоке. Он выполнен в форме лотоса, одного из символов Приморья. В 2018 году решением Международного комитета игр «Дети Азии» местом зажжения огня утвержден национальный парк Ленские столбы, являющийся всемирным наследием ЮНЕСКО. Где бы игры ни проводились, в какой бы точке мира они ни проводились, огонь всегда будет зажигаться в национальном парке Ленские столбы с учетом всех национальных традиций, благословения и, конечно же, прошения у духов местности, у духа огня, благословения хорошего пути. В торжественной обстановке 24 июня дан старт эстафете огня. Огонь, добытый на Хангаласской земле и помещенный в капсулу, президент Международного комитета игр «Дети Азии» передал главному хранителю огня Алсу Ганеевой. В прошлом она член сборной Республики Татарстан по мини-футболу. Далее, 27 июня, мы привезем огонь в Приморский край. И начиная с 30 июня по 28 июля в 32 муниципальных образованиях Приморского края у нас состоятся мероприятия эстафеты огня. Первый факел эстафеты огня зажжен 26 июня в местности Юсхатын на празднование национального праздника Исех-Туймаде. Огонь понесли участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заслуженный мастер спорта по боксу Василий Егоров, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардана Трофимова, победительница первенства страны по пулевой стрельбе Алина Готовцева и призер первенства России по легкой атлетике Данил Андросов. Республика Саха-Якутия является спортивным регионом в Российской Федерации, и отрадно, и нас очень радует и волнует то, что игры «Дети Азии», которые родились здесь, на якутской земле, сейчас уже проходят в других крупных городах России, и за этими играми многие регионы стремятся получить и ее провести. Факел передали Министерству спорта Приморского края. Первой точкой в маршруте эстафеты огня, охватывающей все округа и районы Приморского края, стал Большой Камень. Для нас очень символично, что именно Большой Камень является началом и стартом эстафеты. Это город президентского значения. Как вы знаете, по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича проходит подготовка и проведение игр «Дети Азии». Поэтому город Большой Камень очень живой, большекаменцы доброжелательные достаточно люди. Поэтому именно было и географически находится в очень удобном положении, чтобы первый из всех муниципалитетов был именно он. Хранители огня передали горящий факел главе Большого Камня Рустяму Абушаеву. Он стал первым факелоносцем эстафеты в Приморье. С гордостью участники понесли пламя по центральным улицам и памятным местам города. Александр Шпак является мастером спорта по самбо и дзюдо. В свои 73 года имеет отличную физическую подготовленность. Я лично такое получил удовольствие от этого, что действительно это настоящий праздник. Неповторимо, это что-то значит. Это равносильно, что побывал на Олимпийских играх. Очень изумительно, это здорово и для меня, и для Большого Камня всего. Я даже не ожидал, что так может пройти, так интересно и все. Это останется в памяти как нашим жителям, так и нам на будущее. До начала осталось меньше месяца. Город Владивосток готовится к предстоящим масштабным играм «Дети Азии-2022». Готовность объектов на сегодня высокая, закуплен необходимый спортивный инвентарь, подготовлена сборная, подготовлен ряд волонтеров. Регионы и страны уже на низком старте, все готовы прилететь
и все уже побыстрее хотят окунуться в атмосферу игр «Дети Азии». На долгожданных международных спортивных играх во Владивостоке примут участие 1650 юных спортсменов из 11 стран мира и практически со всех регионов России. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Конечно же, волнительная, ответственная миссия. Игры, скажем так, если сравнивать с ребенком, они немножко подросли, вышли из отчего дома. Соответственно, как начнется его путь, так он и продолжится в целом. Поэтому мы большие надежды возлагаем на игры во Владивостоке. Большое внимание уделяется. И отрадно, что и руководство края, и федеральные органы власти, Олимпийский комитет России, ощущаем их поддержку и внимание к подготовке и проведению игр. Я уверен, что игры состоятся на хорошем организационном уровне. И самое главное, что жители Приморского края будут свидетелями праздника спорта, дружбы детей с азиатского континента. Деревня спортсменов будет организована в Всероссийском детском центре «Океан». Это специализированный детский центр, там созданы все необходимые условия, находится он на берегу моря. Это уникальнейшее место, жемчужина Дальнего Востока. Очень прекрасное место, поэтому дети будут чувствовать себя комфортно. Представлять республику Саха-Якутия на игры «Дети Азии» поедут 120 юных якутян и 80 человек из числа тренеров и представителей. Спортивная делегация из республики в полном составе должна вылететь во Владивосток в 20-х числах июля. Наше руководство в лице Айсена Сергеевича и правительства уделяет очень большое внимание развитию детского спорта. И, конечно же, мы тоже уделяем очень большое внимание подготовке нашей команды. Мы провели все отборочные соревнования, и наша команда на сегодняшний день уже готовится к этим международным спортивным играм «Дети Азии». Но мы надеемся, что наша команда выступит достойно, потому что наши дети всегда были впереди и показывали свои хорошие стороны в этих играх. Торжественное открытие пройдет 28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». Сейчас мы планируем проведение данных игр на самом высоком организационном уровне. И надеемся, что все участники, все страны, которые примут участие, получат удовольствие как от соревнований, так и от нахождения в городе Владивостоке. За последние 20 лет участниками международных игр «Дети Азии» стали более 10 тысяч юных спортсменов из более 30 стран Азии. Многие из них сейчас являются призерами и победителями Олимпийских игр, чемпионатов, первенств мира и континента. Следующие спортивные игры пройдут уже в Якутске в 2024 году.